Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе. 7 часов вечера. Это программа «Страна свободы». Меня зовут Михаил Сарикели. Сегодня среда, 14 июня, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономной стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях эксперт Виорел Гырбу. С ним мы поговорим о реформе с патентами, инициированной Министерством экономики Республики Молдова. Во второй части выпуска у нас будет Иван Капсамун, журналист, военнослужащий ВСУ. С ним мы поговорим о ситуации на фронте и ходе контрнаступления. В третьей части выпуска у нас будет Юрий Демчогла, глава Ассоциации гагаузских общин Украины. С ним мы поговорим о том, как Одесса переживает ракетные удары. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о проблеме патентов, которую сейчас взялось решать правительство, в частности Министерство экономики, возглавляемое Думитро Алайба. Как бы проблема давно существует, особенно в Гагаузии мы часто о ней слышим, о том, что в Гагаузии не хотят отказываться от патентов. И эту тему я предлагаю обсудить с Виорелом Гырбу, экономистом, который у нас на связи по скайпу. Господин Гырбу, приветствую вас. Здравствуйте. Да, спасибо большое, что пришли и согласились прокомментировать ситуацию. Ну, вообще, там вот эта проблема с патентами, насколько она серьезная и удастся ли ее решить? И нужно ли ее решать? Давайте так. Насколько серьезная проблема с патентами, нам сложно судить, потому что в Республике Молдова долгое время это постоянная ситуация, которая существует в нашей стране, темная экономика, да, то есть экономика, о которой мы ничего не знаем, нет статистики. Вот доля этой серой экономики варьирует, разные исследования на этот счет проводятся, но варьируют где-то на уровне 15-30%, да, то есть патентообладатели, они где-то часть этой экономии, которая не включена в общественные, то есть во все статистики, во все данные, которые мы рассматриваем. И каков объем торговли, который происходит. Да, прошу вас. Да, я имею в виду, что патенты позволяют скрывать доходы и уходить от уплаты налогов, я правильно понимаю? Да, скрывать большие доходы, потому что логика в этой системе есть. Если доходы маленькие, то зачем утруждать граждан с разными бюрократическими процедурами? Поэтому патенты были введены. Но со временем все в этом мире деградирует, да, то есть где-то что-то происходит, и где-то что-то развивается в неправильном направлении. И то же самое произошло с патентами. И некоторые граждане Республики Молдова, которые участвуют в этой системе, могли бы создать другого рода экономическую деятельность для того, чтобы на уровне со всеми платить налоги. Да? То есть они используют эту систему как систему, легальную систему ухода от оплаты налогов. Им выгоднее оплачивать патенты, нежели уже приходить к нормальной системе ведения бизнеса, которая используется большинством предпринимателей в Республике Молдова. Вот такого рода изменения случились в Республике Молдова. Да? Вот в этом состоит проблема с патентами. Но насколько серьезна эта проблема, нам трудно судить. Я, насколько понимаю, Министерство экономики тоже не знает. Каких-то реальных цифр, каких-то реальных хорошо обоснованных исследований в этом направлении, которые бы говорили очень четко о том, что это очень серьезная проблема, которая серьезно влияет на ситуацию в Республике Молдова, я не видел. Министерство экономики, вот это главная критика, которую я подношу к Министерству экономики по отношению к этим стараниям со стороны Министерства решить проблему. Я тут вижу, Министерство экономики серьезно не объяснило нам, почему именно нужно эту проблему сейчас решать, как серьезно эта проблема решается, как серьезно эта проблема влияет на ситуация в Республике Молдова. Потому что то, что мы видим, обоснования, они чисто теоретические. Они говорят, что все экономические агенты должны платить те же налоги, должны находиться в тех же условиях. Все это теория, которую мы изучали в университетах, те, которые изучали экономику. Но это теория. Как эта теория соотносится с реальностью в Республике Молдова, мы не знаем. Да, то есть четко сказать о том, насколько проблема это серьезная, я не могу. И так как я вижу развитие ситуации в этом отношении, я думаю, что правительство Республики Молдова просто теряет время.
и правительство, и не только правительство, а Министерство экономики ищет заполнить свой день чем-то, да, и вот пытается решить эту проблему с бородой. То есть это старая проблема, которую пытались решить и разные правительства, но все-таки другие правительства останавливались и не доводили решение проблемы до конца. Вот нынешний министр пытается довести проблему до конца, но зачем он это делает, я не понимаю. Ну хорошо, а в чем проблема решить эту проблему? То есть в чем проблема людям отказаться от патентов и, допустим, стать самозанятыми, зарегистрировать свое индивидуальное предприятие? Ну то есть выйти из тени, потому что предлагаются, я так понимаю, достаточно хорошие механизмы. Я, честно говоря, с одной стороны, да, может быть, министр не до конца мотивировал, но с другой стороны, в чем проблема? Ну, а зачем, почему Министерство и правительство Республики Молдова привязалось к этой категории людей? Потому что мы все что-то покупаем, что-то продаем, и мы часто это делаем, то есть, всегда, если не делать этого на профессиональной основе, но мы часто покупаем и что-то продаем без никаких документов. Например, когда мы покупаем автомобиль с рук, да? Вот используем автомобиль, какие документы, какие чеки мы выдаем, какие чеки мы получаем. Когда мы покупаем в интернете разные товары на маленькую сумму, многие сейчас так поступают, да? Вот какие чеки, что они выдают. И многие люди используют электронные платформы, на котором они что-то покупают, что-то продают. Опять же, никто никакие чеки не выдает. То есть это маленький... Горбу, я могу здесь вам возразить в том плане, что сказать, что ваша покупка в интернете оставляет след, и вы можете показать, и правительство может увидеть, и государство может увидеть, сколько денег вы потратили на... Теоретически это возможно. Если маленький сайт, о ком мы говорим? Если мы говорим о большом бизнесе, это один подход. Если мы говорим о нашей жизни, то есть как она происходит, это совсем другое. Если существуют сайты, на котором можно покупать и продавать все, что угодно, то есть они не специализированные, да? Люди просто ставят там свое объявление, что кто-то что-то покупает, кто-то что-то продает. Там, наверное, суммы маленькие, в котором происходят все эти покупки и продажи. Поэтому вот нужно ответить на вопрос, до какого уровня детализации нам нужно иметь, нам нужно подойти, развиться. То есть как должен выглядеть этот бюрократический механизм, чтобы он был идеальным. Но мы живем в мире, в котором ничего не идеально. Да? Вот нужно ли каждую покупку, скажем, даже на один бань где-то регистрировать? Или не нужно? Вот вопрос в этом. Как детально правительство хочет подойти к этой сфере деятельности, и нужно ли нам иметь такой административный бюрократический аппарат, такой сложный, для того, чтобы получить что взамен, да? Вот когда мы говорим о разных политиках, которые проводит правительство, мы должны говорить о тех расходах, административных расходах. Но административные расходы, они ложатся не только на плечи правительства, да, вот налоговая инспекция должна все это проверять, оно ложится и на плечи людей, которые на плечи граждан Республики Молдова, да? Вот исходя из всех этих требований, граждане что-то должны делать, да? То есть какие-то должны выполнять какие-то условия, не только граждане, но та же самая налоговая инспекция. И в результате этого получится определенный доход для бюджета Республики Молдова. Вот нужно соотносить эти две цифры. И смотреть, если стоило так много тратиться для того, чтобы получить что? Какой доход? Сколько получит правительство Республики Молдова? Вы знаете, у нас в Республике Молдова существует уже долгое время такого рода практика, когда правительство просто не объясняет, неправильно рассчитывает, недосконально рассчитывает расходы. Вот сколько они ставят на плечи граждан, вот во сколько это обойдется, сколько гражданам нужно будет времени потерять, для того, чтобы какие-то документы оформить, для того, чтобы соблюдать все условия этой реформы. Да? Вот смотрите, давайте так. Я понимаю, что правительство могло бы что-то объяснить. Я человек, который живет в Гагаузии, и это вопрос не о доходах, кстати, правительства, это вопрос о доходах местных органов власти. Вы, как человек, который работал в Калме, понимаете, о чем идет речь. Потому что патентами пользуются в основном люди, которые работают на рынках, да? Люди, которые самозанятые, предоставляют какие-то услуги. Да? И в данном случае теряет Примария. Примария могла бы получать налог в размере 1% от общего оборота, а получает 150 лей в месяц. Этот налог пойдет в центральный бюджет.
Этот налог, это доход от центрального бюджета, потому что местные власти Да, в налоги случае с получают. Гагаузией, подождите, это налог с прибыли от коммерческой деятельности, правильно? Юридических лиц. И во всей Республике Молдова этот налог собирает правительство. А вот местные налоги, вот люди, которые продают на рынках, они платят местные налоги. Они и будут платить, даже если патенты исчезнут, они будут платить местные налоги. Потому что для того, чтобы занять место, нужно платить налог. Доход, который платит экономический агент, который торгует на рынке, это налог с экономической деятельности, который пополняет, в случае с Гагаузией, 100% остается на месте. Доход с дохода физических лиц. Я хочу объяснить, это налогов много. То есть мы не говорим о одном налоге. Налогов много. Да? И некоторые, так случается с Гагаузией, все налоги собираются в один карман. Вы сейчас говорите о технологии распределения. Понятно, что механизм распределения такой. Все собирается в центре, потом распределяется по региону. Есть НДС, есть налог на прибыль, есть местные налоги, то есть есть разные налоги. Да? Вот мы говорим только об одном налоге. Да. Налог на продажу, на прибыль, который сейчас правительство пытается изменить через изменение этой системы. Ведение деятельности. Но пытается дисциплинировать и вытащить его из тени. Я правильно понимаю или нет? Да, разумеется. Да. Ну вот, соответственно, этот налог, который является одним из налогов, который пополняет местный бюджет. В случае с Гагаузией это 100%. Да, а в случае остальной Республики Молдова 0%. Нет, 75% и 50%. Ну, смотря, там уже логика перераспределения. То есть, там, нет, почему? Это прописано в законе о местных публичных финансах. То есть и налог на прибыль является одним из источников пополнения местного бюджета. Не на 100%, в случае с Гагаузией это 100%, в случае с другими районами это 75 или 50%. Налог на прибыль частных лиц. То есть налог на доход... Нет, подоходный налог с физических лиц и налог на прибыль с экономических агентов. Это то, что пополняет местный бюджет. Потому что была реформа местных публичных финансов в 2015 году, если вы помните, да? И этот налог... Исходя из той реформы, в местные бюджеты пополнение делали только из налогов на заработную плату. Налог на прибыль 100% уходил в центральный бюджет. Налог на прибыль уходит, господин Грибов, налог на прибыль частично, если мы говорим не о Гагаузии. В случае с Гагаузией 100% это пополняет местный бюджет. В случае с другими районами не 100%, но часть налога остается в районной казне. Я не знаю, может, я что-то не помню. Нужно почитать закон еще раз. Да. Существует два типа налогов. Налог юридических лиц и налог, который платится физическими лицами. Вот то, что вы говорите, относится и то, и другое пополняет налог. В том числе и местный бюджет. Может быть, местных публичных финансах. Да. Закон 2014 года не говорил об этом, но давайте пройдем через это. Это технический вопрос, да. Но, насколько я помню, только налог с заработной платы был распределяется. Не только налог заработных плат, господин Грибов, не только подоходный налог с физических лиц, но в том числе и с юридических. Но суть не важна. Исходя из этого, да, то есть от этого выигрывает в том числе и Приморье, потому что одно дело получает, налог, оплачиваемый с общего оборота, другое дело получает 150 лей в месяц, да, то есть и знаете, в чем претензия очень многих? Я просто задаю вопрос, мы просто с вами рассуждаем, да. Очень много людей, которые скрываются за этими патентами, да, то есть есть бабушки, дедушки, которые продают свои, рассаду или что-то такое, им по большому счету и патент-то не нужен, да, то есть они у себя из дома могут продавать эту рассаду. А есть очень много людей, которые сидят на рынке, катаются на джипах Land Cruiser Prado, бизнесы на миллионы, а платят 150 лей в месяц. А что с этим делать? И более того, основываясь на патенты, импортируют товар в Республику Молдова из той же Одессы. Вот как с этим быть? Нужно с этим бороться, но бороться с этим нужно, наверное, использовать другого рода инструменты. Правительство, и не только в Республике Молдова у нас нет этой практики, но в развитых экономиках есть такого рода практика. То есть для того, чтобы облагать налогом, у государства есть возможность еще проверять расходы. Да? Вот то, что вы говорите, у людей огромные расходы, но они не платят налоги. Правительство должно проверять, соответствующий орган должен проверять, какого рода, какую жизнь может позволить себе граждане Республики Молдова, и сравнивать это с теми налогами, которые оплачиваются. И после этого работать индивидуально с каждым из этих людей, да, для того, чтобы идентифицировать, какие
какого рода, как они получают, как у них получается расходовать больше, нежели платить налогов, да, то есть они не декларируют свои доходы. Такого рода реальности существует в Республике Молдова везде, даже там, где в других сферах деятельности, там, где налог оплачивается, да, вот часто существует такого рода реальность, и особенно в сельской местности, там, где реально декларируется заработная плата на минимальном уровне, потому что меньше нельзя, но реальная заработная плата выше. Я с вами согласен, но тут мы имеем ситуацию, когда патентообладатели, мы сейчас не говорим о тех, кто оказывает услуги, там, не знаю, там, чего там, машинописания, да, какие услуги там можно, там, фотоаппаратов или там, не знаю, там, видеосъемок, да. Мы говорим о людях, которые осуществляют розничную торговлю, основываясь на патенте. То есть патент дает им возможность вообще не фиксировать свои продажи и вообще их не отражать, даже для самих себя. Как государство в данном случае может узнать, сколько этот человек продал в год? Он продал на 300 тысяч, что позволяет патент, или он продал, не знаю, там, на миллион, или он продал на 2 миллиона, или на 3 миллиона. Потому что по доходам некоторых, по тем домам, которые они строят, и по тем, скажем, машинам, на которых они катаются, там очевидно, что у их оборот не 300 тысяч в год, а он гораздо больше. Но патент позволяет им не фиксировать продажи. Как с этим быть? Не только патент. Наша жизнь сложная, то есть не только патент. Такого рода люди существуют везде. Существуют люди, которые не пройдут на рынках, но тоже катаются на огромных джипах, не платят налоги. Да? То есть если правительство хочет заняться этой категорией людей, пускай занимается и должно заниматься. Я с этим согласен. Но почему-то правительство, потому что кто-то правительство решил, что есть люди, которые на рынках зарабатывают огромные суммы денег и разъезжают на джипах, и решили всех ударить и всех поставить под одну и ту же категорию. На данном этапе, исходя из статистики, которую мы видим у налоговой инспекции, существует где-то 5000 людей, которые зарабатывают посредством патентов в области торговли. Да? Вот где-то 5200, мне кажется, патентов сейчас действительно. Да? Но сколько из них катаются на джипах? Мне было бы интересно посмотреть. Вот правительство может посмотреть из своих данных, которые есть внутренние данные, не раскрывая какие-то персональные данные людей, но сказать, вот у нас есть информация, мы выдали 5200 патентов этим людям, мы их имена не раскрываем, но мы смотрим на регистрацию автомобильных средств, да, вот информация опять же у правительства есть, и пускай они составляют регистрация домов, да, вот все это регистрируется, у правительства есть эта информация, пускай они сопоставят, вот из этих 5000 людей, у скольких людей есть джипы, у скольких людей огромные дома, и у них огромный доход, разъезжают раз-два раза в год отдыхать куда-то за рубежом и так далее. Мне было бы интересно, не нужно называть имена. Ну, сопоставите вот данные, вот по этим трем разным базам данных, которые существуют у правительства. У правительства есть возможность нам сказать, вот мы знаем, мы четко знаем, мы говорим, мы не называем имена, потому что это нелегально. Но мы четко знаем, что вот из 5000 патентообладателей, исходя из наших базовых данных, мы знаем, что 4000 из них разъезжают на джипах. Я тогда буду с вами согласен. Но почему-то мне кажется, что не 4000. Давайте, я вижу две проблемы, господин Горбун. Я вижу две проблемы. Во-первых, патенты выдает не только правительство, не налоговая инспекция, патенты выдают и местные органы власти. В Гагаузии ты можешь получить патент на уровне примарии, ты можешь получить налоговой инспекции, ты можешь получить на уровне исполнительного комитета Гагаузии. В других районах то же самое. Ты патент можешь получить на уровне примарии. То есть с этой точки зрения у правительства, учитывая, что у нас нет интегрированной базы данных, то у правительства нет этой общей информации. Ну пусть интегрируют. Почему не вот они пытаются интегрировать. Ничего не интегрируют, они просто решили, потому что где-то им показалось, что, не показалось, наверное, нашли одного-двух человек, которые изучают на джипах, которые могут себе позволить очень высокий уровень жизни, и исходя из этого они решили всех стукнуть с этими патентами. Ну почему? Зачем они? Ну почему? Хорошо. Окей, а какой выход у вас есть? Оставить эту проблему и не решать ее? Как бы я просто пытаюсь. Потому что в Гагаузии на этом очень сильно спекулируют. Я сейчас не пытаюсь никого защищать, но есть определенное количество людей, которые пытаются на этом спекулировать, и никто не пытается, потому что это действительно один из способов ухода от уплаты налогов. Потому что ты видишь как бы необоснованные доходы, люди работают по патенту. Как бы вот оставить проблему или как? Наверное, все-таки правительство должно решить, найти подход к той категории жителей Республики Молдова, которые имеют
высокие стандарты жизни, но не платят налоги в Республике Молдова. Неважно, откуда они берут эти деньги, используя патенты или не патенты. Это огромная проблема. Это проблема, наверное, на уровне всей республики. Вот эту проблему нужно решать. И через эту проблему, наверное, можно решить частично проблему с патентами. Но я говорил чуть раньше, для меня патенты – это административная нагрузка на плечи людей. И вопрос в том, стоит ли ставить такую нагрузку на плечи людей, которые, может быть, действительно не зарабатывают, которые зарабатывают 2-3 месяца в год, что-то они там продают, а после этого работают или как-то живут на другие средства. Да? То есть зачем так сильно загружать людей проблемами, если в Республике Молдова в нашей экономике масса других проблем, которые могут помочь нам увеличить наши стандарты жизни гораздо выше. Да? То есть, с моей точки зрения, правительство занимается неважной проблемой. Ну, подождите, давайте так. Ну, во-первых, если человек зарабатывает мало, торгуя на рынке, он может сменить свою род деятельности и пойти работать, не знаю, там, есть куча рабочих мест, где он может зарабатывать столько же, сколько он зарабатывает на рынке. Это первый момент. Второй момент, 10 тысяч вакансий, невостребованных в Республике Молдова. Первый момент. Второй момент, если есть такая форма деятельности, как патент, то человек, который хочет уйти от уплаты налогов и который хочет купить себе джип и не платить налоги, он может воспользоваться этой возможностью, и ты не можешь ему в этом запретить, правильно? Или я что-то неправильно понимаю? Этот человек, если вы ему запретите патент, он придумает что-то другое. Он уйдет от уплаты налогов через что-то другое. Более того, в Республике Молдова, даже в центре Кишинева, вы можете сделать такого рода эксперимент. Выпейте чашку кофе в каком-то заведении прямо в центре Кишинева. И вы после этого, если вы попросите чек, вы посмотрите номер чека. Да? То есть через номер чека вы можете попытаться понять, сколько людей до этого получили чек из кассы. И так может случиться, что в 12 часов утра или даже где-то в 9 часов дня, или даже чуть позже, ваш чек будет из одного номера. Да? То есть, ну, это проблема уже другого порядка, господин Гырбу, понимаете? То есть для того, чтобы решать эту проблему, нужно решить предыдущую, нет? Или вы не согласны? Ну зачем? Нет, масса бизнесов, которые не оплачивают налоги, даже если они включены с формальной точки зрения, у них все хорошо, то есть у них кассовый аппарат там есть, кто-то их проверяет, какие-то рапорты они поддают, но даже так правительству не получается за всем этим следить. Да? А не решив одну проблему, там, где обороты средств гораздо выше, правительство сейчас я это рассматриваю как, вы не можете решить эту проблему, о которой вы говорите, не решив эту проблему. То есть нужно решать сначала проблему более низкого порядка, для того, чтобы перейти к следующей проблеме, нет? Это другая категория граждан, у которых оборот средств, наверное, у большинства из них оборот средств гораздо меньше. А существует такого рода категория, которые зарабатывают очень много денег и не платят налоги. И правительство к ним, их правительство не видит. Да? То есть найти выход для этой ситуации, для того, чтобы как-то заставить этих людей, чтобы они правильно платили налоги, у правительства сейчас не получается. В этом проблема. Правительство не решает огромные проблемы. Там, где есть огромные потоки средств, да, финансовые реки там текут огромные. И правительство никакого выхода для этой ситуации не находит. А вот с патентами, у которых большинство, я уверен, большинство из этих 4-5 тысяч обладателей патентов, большинство из них это бедные люди. На джипах они не разъезжают. Ну, я не говорю, что... С этим, конечно, но у вас... Давайте предложите правительству, чтобы они сделали такого рода анализ. Не нужно имена. Вот вы знаете, найдите всех патентообладателей, посмотрите на базу данных, сколько автомобилей на них зарегистрировано, сколько домов на них зарегистрировано. Вот сопоставите эти данные. И после этого, исходя из этой информации, объясните нам, что и правда это огромная проблема. Вот и 5 тысяч миллионеров. И смотрите, как хорошо им живется. Я не думаю, что так уж все происходит, как нам кажется. Но у правительства есть возможность нам это четко на цифрах объяснить. А правительство это не делает. Ну, надеюсь, сделает. Господин Гырбу, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Да? Надеемся, что правительство будет с большим количеством аргументов. Спасибо большое. Будет более качественно работать. Да. Ну, в том числе, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Все хорошо. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с нашим коллегой и другом Иваном Капсамоном, журналистом, который
сейчас находится на фронте, с ним мы поговорим о ситуации, соответственно, на фронте. Безусловно, Иван будет говорить только от своего личного имени, без привязки к армии. Но об этом скажет сам Иван. Иван, приветствую тебя. Добрый день, Михаил. Рад слышать, видеть. Давно не общались. Мы тоже тебя рады. Мы тоже тебя рады видеть, Иван, рады видеть. Как самочувствие, как настроение? Настроение боевое. Да, действительно, я уже выступаю сегодня, скажем, немного в другом облике. Но опять-таки, ты правильно подчеркнул. И хочу еще раз тоже я об этом сказать, что да, сейчас я нахожусь в вооруженных силах Украины, но наше общение, анализ, который будет в данной передаче, то это будет происходить сугубо как мое личное мнение и моя оценка тех событий и тех вопросов, которые ты поставишь. Безусловно, знаешь, наш главный принцип не навредить, да, что называется, да, то есть, как бы мы в этого принципа придерживаемся. Ну, Иван, наверное, начну с самого главного вопроса, который интересует всех. Что происходит на фронте? То, что мы видим, это уже можно назвать контрнаступлением или только подготовкой к нему? Ну, собственно, даже наш верховный главнокомандующий, президент страны, он говорил о том, что происходят контрнаступательные действия. То есть та операция, о которой очень много говорят и в Украине, и во всем мире, она постепенно набирает обороты. Ну и здесь, конечно же, очень важно, чтобы понимать, что это не махание шашкой, как там в каких-то былых временах, когда по зову там все бегут вперед в атаку, задействуют все силы и средства. На сегодняшний день украинская армия действует достаточно грамотно. Существовала достаточно длинная подготовка к контрнаступлению. Ну и как мы видим, сегодня все спикеры вооруженных сил Украины говорят о том, что контрнаступательные действия набирают обороты. Даже по официально заявленным объявлениям мы видим, что освобождаются отдельные населенные пункты в Донецкой области. Это говорит о том, что контрнаступательные действия действительно идут, они набирают обороты, и я думаю, что в дальнейшем мы будем видеть большее наступление с большей силой. Об этом, собственно, и подчеркивают наши официальные лица. То есть ведется такая грамотная работа с целью для того, чтобы сохранить максимально личный состав, сохранить технику, при этом добиться максимально успехов по освобождению украинской территории. Плюс не надо забывать, что все-таки враг тоже имел возможность за это время, пока Украина готовилась, подготовить свои оборонительные сооружения. Они действительно подготовили несколько линий обороны, окопались большие у них, скажем так, сооружения, которые нацелены на то, чтобы защищать или, скажем, удерживать ту территорию, которую они оккупировали. Поэтому цель украинской армии здесь действовать очень грамотно и найти те моменты, куда можно ударить. То есть можно сегодня наблюдать, что украинская армия активизировалась по достаточно длительному фронту. И как раз это делается для того, чтобы выявить слабые места противника, где просядет их оборона, где найдется та брешь, где можно сосредоточить основной удар. Но при этом я уверен, что в нашем военно-политическом командовании имеются разные планы, они, собственно, об этом и заявляли, разные планы на разные случаи действия противника. То есть идет достаточно сейчас такая борьба шахматная, даже я бы назвал, как со стороны противника, а тем более с нашей стороны, по выявлению тех слабых мест противника и той точки, а фронт очень длинный, очень большой, где бы можно было сосредоточить основной удар. Я думаю, что мы в ближайшем будущем это увидим. Иван, ты немножко пропал.
Иван вернулся, да? Ты закончил мысль на том, Давно что протяженность фронта очень большая, и в ближайшее время мы увидим, где будет сосредоточен основной удар. Я правильно понимаю, да? Да, если такой делать определенный итог сказанному, то действительно фронт очень большой. И на сегодняшний день идет такая достаточно активная разведка боем для того, чтобы затем сосредоточить основной удар украинской армии. Но даже сегодняшняя разведка боем, она, как мы видим, достаточно успешна. Хорошо, а вот подрыв Каховской ГЭС, как он повлиял на ситуацию на фронте и потенциал ВСУ на контрнаступление? Он каким-то образом сказался? Как ты видишь это? Ну, да, он сказался, но, скажем, он, возможно, сыграл более такую тактическую роль для противника, потому что стратегически он не решит ихний вопрос с удержанием оккупированных территорий. А как раз цель их действий и вот этого экоцида, который они устроили в Херсонской области, как раз направлен на то, чтобы удержать контрнаступление украинской армии в Херсонской области, то есть форсирование Днепра, переход на левый берег украинской армии. То есть сейчас, когда вода разлилась, конечно же, это сложно сделать, но при этом не надо забывать, что рано или поздно вода сойдет, и земля все равно высохнет. Ну а вторую цель, которую они ставили перед собой, конечно, это более такой глобальный, то есть таким образом показать, что они обезбашенные на голову, не особо, скажем так, вообще задумываются о том, что происходит вокруг, и им все равно на эти территории. То есть показать, что они готовы на все ради того, чтобы усадить украинскую сторону за стол переговоров. Но я думаю, что это им не поможет. То есть, как уже было сказано нашим руководством, что переговоры с противником невозможны до того случая, пока они не уберут свои войска с украинской территории и свою технику. Поэтому, конечно же, то, что они совершили очередное преступление в Херсонской области, это да. Но это вряд ли им поможет решить их преступные задачи. Хорошо, Иван, а вот с российской стороны, кто воюет? Это ЧВК, это регулярные части российских войск, мобилизованные, кто там противостоит? Ну, там же сборная солянки, то есть они уже воюют достаточно долго. Конечно, изначально это были регулярные войска, в том числе срочники, мобилизованные. Затем, когда в их безуспешной так называемой спецоперации регулярные войска были перемолоты в основном, то, конечно, появилось больше мобилизированных, срочников в том числе. Их подготовка, естественно, и готовность воевать уже более низкая, чем это было раньше. Соответственно, на сегодняшний день там такая сборная солянки. Ну и затем, примерно год назад, подключились и ОПГ Вагнера, которые сосредоточились там в основном вот на бахмутском направлении. И мы видим, каких успехов в кавычках они добились, там положив десятки тысяч своих наемников. То есть это такая вот сборная солянки, то, что они могли у себя собрать любыми средствами, как-то их подготовить для того, чтобы кинуть вперед и за счет вот этого мяса попытаться захватить хоть какие-то еще территории. Но вы посмотрите, сколько они долбились только в этом Бахмуте. То есть потребовалось для этого там 7 или 8 месяцев, чтобы они взяли город, и то не до конца сравняв фактически его с землей. Вот это и есть их успехи. Поэтому та сборная солянка, которая у них есть, навряд ли она приведет к успеху в наступательных действиях, а в оборонительных, да, они окопались, они будут там держаться сколько смогут, но мы верим в успех украинской армии, что мы сможем проломить эту оборону и освободить свои земли. Ну там новость прошла о том, что на запорожском направлении там российские войска оказывают ожесточенное сопротивление, но мы так понимаем, что это
в том числе из-за того, что с Херсонского направления удалось перебросить туда войска после подрыва Каховской ГЭС. Как ты оцениваешь эту ситуацию? В том числе, да, это позволило им перебросить часть своих войск. Кстати, они потопили часть своих войск, которые стояли на первой линии обороны. Ну, да, им это позволило... В Херсонской области, да? В Херсонской области. Но при этом это позволило им часть войск перекинуть. Но у них там сосредоточена достаточно большая группировка. То есть мы должны понимать, что даже если их армия там сейчас не имеет ту боеспособность, как это было раньше, но мы должны понимать, что достаточно большое количество сейчас российской армии сосредоточено на украинской территории. И вот эта массовость, при этом, как я уже сказал, конечно же, они выстроили несколько эшелонов обороны. То есть все равно, даже чтобы пробить это, то необходимо большие достаточно усилия. Поэтому, я думаю, конечно, они будут там стараться держаться, но украинская армия будет делать свою работу. Безусловно. Вот этот вот конфликт между группировкой Вагнера, да, и Минобороны РФ, с твоей точки зрения, это постоянное, непрекращающееся ИПСО или там действительно есть конфликт? Я думаю, что это и то, потому что дыма без огня не бывает. То есть вот эти противоборствующие группировки, которые там можно наблюдать и которые мы видим, которые себя проявляют, они уже борются за будущее власти в России. Однозначно данная конкуренция у них существует, и они это выплескивают в публичную плоскость, особенно со стороны того же главаря ОПГ «Вагнер», который делает очень резкие заявления в адрес Минобороны, там, политического руководства и так далее. И наверняка он имеет поддержку, в том числе и среди политического руководства России, то есть отдельных кланов. То есть пошла такая внутренняя грязня среди российской так называемой элиты на фоне, скажем, тех неудач, которые они терпят на фронте. Потому что, давайте вот вспомним, даже недавно такой ярый там имперец и шовинист, как Затулин, он сказал о том, публично заявил, что задачи России, которые она ставила там во время этой так называемой спецоперации, они все провалены. Константин Затулин, да, по-моему, депутат Государственной Думы? Да, он депутат, и, кстати, еще в былые времена неоднократно он, можно даже сказать, постоянно светился на украинских телеканалах и тут играл такую подрывную роль в Украине, то есть, естественно, он продолжает в этом направлении свою работу. Так это как раз он в открытую заявил, что все задачи, которые они ставили во время спецоперации, провалены. И на фоне этого вот начинается вот эта внутренняя грязня, которая, конечно же, скажем так, на руку Украины, и она будет набирать обороты ввиду тех неудач, которые у них есть. То есть это такой подрыв с середины самой России. Я думаю, они сами это понимают, но это уже объективные процессы, их удержать не будет возможно. Чем больше будет проигрывать Россия в этой войне, тем большую смуту мы будем наблюдать в середине данного террористического государства. Хорошо, а вот ты говоришь и то, и другое. Вот если говорить об ИПСО, какие элементы ИПСО мы здесь наблюдаем? Они пытаются убедить, что там все так плохо, или что? Возможно, тут, не знаю, насколько это можно называть ИПСО, тут, наверное, больше такая информационная игра со стороны этих противоборствующих групп. Но она направлена куда? На внутреннюю аудиторию или на внешнюю? Это игра информационная? Я думаю, что оно в первую очередь наверняка направлено на внутреннего потребителя. И в том числе, скажем так, показывая вот этим внутренним игрокам, на что способны они сами, то есть какими ресурсами они обладают. Вот у нас там есть свои информационные ресурсы, с помощью которых мы в том числе будем бороться за власть. И наверняка в том числе там это направлено и на внешних игроков для того, чтобы показать, что у нас есть определенные ресурсы и сила
для того, чтобы вести эту внутреннюю борьбу за власть. Окей, то есть на боевой дух ты говорил, что российских солдат это не очень как бы так влияет. В чем смысл им тогда участвовать в этой позорной войне? Как бы, если все валится, как бы, да, цели не достигнуты и как бы непонятна перспектива. Понятное дело, что у Украины нет другого выхода. Украина будет стоять и будет отвоевывать свою территорию. Им это зачем? Ну, просто надо понимать, что те люди, которые воюют в составе вооруженных сил России, они изначально и давно находятся в определенной такой, авторитарной информационной капсуле. То есть их информационно готовили к тому, что здесь там бандеровцы, которых неонацисты, которые необходимо там уничтожать, освобождать Украину и так далее. То есть им это вбивалось годами в голову, и понятно, что до сих пор это тоже существует. То есть они находятся в вот этой капсуле, и находясь зазомбированными, они продолжают как бы идти вперед, воюя в этой рабской армии. То есть это рабская психология. Она существовала в истории во всех тоталитарных режимах. То есть люди, которые находятся в такой рабской армии, они будут выполнять эти приказы. Очень немногим удается, скажем, освободиться от этой психологии, и мы можем наблюдать, что определенные граждане России, как воюют сейчас в составе Легиона Свобода Россия там, или РДК, которые также являются российскими гражданами, но при этом люди ориентируются, что происходит в России, что происходит в Украине и в мире. У них абсолютно другая позиция. Ну а тех людей, которые сегодня воюют в составе вооруженных сил России, конечно, это можно назвать пушечным мясом, и в некоторой степени они сами себя загнали в это рабство. Хорошо, а вот это потенциал этого РДК и Легиона Свободы России, как бы есть у него с твоей точки зрения, да, привлечь на свою сторону как можно больше начнутся они просыпаться? Потому что это, очевидно, какая дверца для тех, кто не согласен с тем, что происходит в России. Понятное дело, что мирным путем этот режим свергнуть не смогут внутри России, да, то есть как бы и военный путь это один из таких, и РДК, и Легион Свободы России один из таких инструментов для этого. Ты видишь потенциал в этом инструменте дальше? Ну, я думаю, что этот инструмент достаточно перспективный, потому что все-таки мы видим действия данных структур, то есть они набирают обороты. Туда продолжают приходить люди, граждане России, в их состав. То есть если бы они не имели какой-то бы действенный эффект, мы бы не видели их результаты в той же Белгородской области. Мы видим те результативные рейды, которые они совершают. И я думаю, что с тем, как будет ухудшаться положение российского режима, ухудшаться положение российской армии, то данные подразделения, они будут получать возможность подпитываться новыми военнослужащими, которые будут воевать в данном подразделении. То есть перспективу в этом я вижу, тем более, что они все-таки имеют определенную поддержку со стороны свободных стран для того, чтобы вести иметь инструментарий для того, чтобы вести борьбу с российским тоталитарным режимом. Иван, я благодарю тебя за то, что пришел к нам в эфир, нашел время. Будем рады видеть тебя еще у нас в ближайшее время, когда у тебя будет возможность. Спасибо большое. И удачи. Удачи ВСУ и слава Украине. Героям слава. Спасибо, Михаил. До новых встреч. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, у нас на связи по скайпу Юрий Демчук, глава Ассоциации гагаузских общин Украины. С ним мы поговорим о том, как Одесса и Одесская область переживают авиаудары со стороны России, которые не прекращаются уже, участились, да, чего ждать дальше и как Одесса переживает эти нелегкие времена. Господин Демчук, приветствую вас.
Приветствую, Беназила, Заман Хайрос, витаю. Заман Хайрусон, витаю, да, мы вас тоже витаем. Ксения Чолга, как бы мы видим, что участились, да, мы зимой видели, помним, да, Одессу бомбили практически постоянно, а сейчас опять участились, 10 числа были прилеты, вот этой ночью было неспокойно в Одессе, были удары, насколько я понимаю, калибрами, да, этими ракетами российскими, одни из дорогих ракет. По Сергеевке был недавно прилет, Сергеевка знакомая всем бессарабцам и людям, гражданам Молдовы, место. С чем вы это связываете? Почему Путин участил это все? Чего он хочет добиться? Украина начала контрнаступление, и все фронты, на всех фронтах, и на Восточном, и на Южном, мы называем Восточный и Южный фронт, на обоих фронтах сегодня первые этапы контрнаступательных мероприятий идут. Украина вошла в активную фазу войны, потому что январь, февраль, март были относительно спокойны для нас, потому что были не постоянные попытки наступательных операций со стороны армии агрессора. Но последнюю неделю вы видите, что и Запорожская область, и Донецкая область, два основных фронта, пошли массовые контрнаступательные операции украинской армии для практически первой недели. И этим самым как бы мы вошли в этап активной фазы, очень активной фазы войны. Я думаю, что после этого, к сожалению, Украину ждет что-то наподобие похожего начала войны, там февраль, март, апрель, май месяц прошлого года. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Очень активная фаза военных действий с массовыми наступательными, контрнаступательными, оборонительными мероприятиями, то есть множеством, к сожалению, погибших на фронтах. И, соответственно, и как тогда, так и сейчас российская армия бессмысленно, ожесточенно, не разделяя ни гражданские, ни военные, ни инфраструктурные объекты, будет массово. Если вы помните прошлый год, февраль-март месяц, апрель месяц, май месяц, до 9 мая включительно, Одесская область массово подвергалась и авиаударам, да, и ударами калибрами. Кстати, калибры, удары 4 калибра в эту ночь, они были не воздушные, они были пуски, их были с морских, то есть с военных кораблей. В Черном море, так понимаю, да? Или в Каспийском? Да. В Черном море. В Черном море. С Каспийского моря это было у нас 10 числа, были пуски с Каспийского моря. А сейчас это были непосредственно пуски эту ночь с морских кораблей. И вы, кстати, увидите, это центр города, это проспект Шевченко. Хорошо, а вот да, есть погибшие, безусловно, и это мы видим, вот Кривой Рог, да, опять же, недавно, это продолжается. Кривой Рог, это вообще ужасно, это авиаудары, понимаете, и удары в основном по гражданским объектам. Мы не понимаем смысл, но мы-то уже привыкли, к сожалению, к этому, но смысл этих авиаударов, когда общежитие в Кривом Роге, там жилые кварталы Днепропетровска, дома целые, помните, 27 погибших в Запорожье. У нас 10 числа 3 человека погибло, сегодня опять 3 человека. В прошлый раз 17 было раненых, сейчас 13 раненых в эту ночь. Полностью вы видите видео. Это жилые кварталы, жилые дома, да, бизнес-центр рядом, но и жилые кварталы. Кстати, знаменитый, по соседству находится знаменитый политехнический университет Одесский, тоже пострадал. На 3-4, это вот, кстати, его показывают там сбоку, напротив этого здания, политехнический университет, там практически на 5 этажах повыбивали все окна. Такая ударная волна была. Хорошо, а вот это давление на население, психологическая атака, чтобы население, граждане Украины
начали, не знаю, там, просить о мире, сели за стол переговоров. В чем вы видите логику этого всего? Вы знаете, логики мы не видим. Во-первых, действительно ненавидят Россию, российскую. Если когда-то, до 2014 года, это был, можно сказать, симпатизирующий России город, то сегодня никого нету. Даже вот мои знакомые, такие пророссийские, ярые, которые пророссийские были еще до 22 года, даже они уже ненавидят Россию. Просто ненавидят. Потому что уму непостижимо то, что творит российская армия. Ну какой смысл поднимать военные самолеты над Каспийским морем, чтобы убивать гражданское население, рушить гражданские дома? Понимаете? Какой смысл в этом? Как это можно понять? Причем он, получается, если даже это месть Путина, то он как бы бьет в основном по русскоязычным, да, это Одесса та же русскоязычная, да, то есть Запорожье, Донецк. Запорожье, Днепропетровск. Эту ночь, кстати, Краматорск тоже подвергся, ну там С-300 ракеты были, удары ракетами С-300. Харьковская область, Купинский район постоянно. То есть именно регионы, где живут русскоязычное население. Да. А вот дальше, понятное дело, что вот это же все нужно будет восстанавливать. Мы понимаем, что это очень серьезный урон инфраструктуре, прежде всего гражданской. То есть и пока идут эти боевые действия, пока есть опасность прилетов, это как бы в Украине просто нет смысла это все восстанавливать, ну как бы в долгосрочной перспективе. Как с этим быть дальше? Восстановим. Восстановительные процессы пошли. Вот смотрите, Буча, Ирпень. Да. В мае месяце прошлого года, вот показательно, в мае месяце прошлого года был изгнан оттуда оккупант. Сегодня практически процентов на 70-80 эти города восстановлены. Восстановлены не просто восстановлены дома. Посмотрите, вот, зайдите в YouTube, посмотрите, практически все дома восстановлены мосты. То есть Украина показала, что она за год может восстановить те города, те, которые подверглись, которые Буча, Ирпень, там на 70-80% был уничтожен город, пострадал город. То есть и за год Украина это восстановила, Украина показала, что она может. Украина может воевать, Украина может давать отпор агрессии. Украина сейчас покажет, что она может контрнаступать, может освобождать свои территории. После Харьковской операции, да, уже эффекта внезапности не будет, будет тяжелее, но то, что за неделю освободили около десятка сел, за неделю всего лишь, это большой показатель. И то, что российская армия бежит по ней, это тоже большой показатель. Потому что украинский народ, украинская армия мотивированы. У украинского народа, у украинской армии есть мотивация. У российской армии я не вижу мотивации. Смысла войны, смысла погибать российскому солдату вообще нет никакого в Украине. Этим вопросом задаются все, и никак не можем понять, что российский солдат вообще ищет на украинской земле. Как бы. Ну, вот это, да, вопрос, который остается без ответа. Вспоминая вот эту вот рукотворную трагедию, да, подрыв дамбы Каховской ГЭС, это как-то сказалось на Одессе, на Одесской области? Как это сказалось? Если, ну, очевидно сказалось. Ну да, конечно, очень сказалось. Все уже знают, что последнюю неделю весь мусор, там, домашняя утварь, очень много домашних животных, на мебели, на древесине, на кусках там соломы, вы видели массово, потому что людей более-менее спасли, человек сам себе может иногда помочь. Но животные, собаки, кошки, они не могут себе помочь. И вы видели ужас в глазах животных. Ужас в глазах животных, это, ну, вы знаете, человек много чего понимает, а животное не понимает, что с ним произошло. Оно просто в ужасе, в состоянии шока. Ну, я понимаю, что российская армия параллельно, она своих солдат не бережет, не то, что там думать за животных украинских. Но сегодня действительно Одесское побережье полностью загрязнено. Идут очистительные работы. Вода, слава богу, последние 2-3 дня идет на убыль.
Соответственно, мы надеемся, что уже за неделю, за пару недель мы все приберем, все уберем. Коммунальные службы очень хорошо работают, по крайней мере, в городе Одессе, там и в соседних городах Черноморский и Южный. Пару недель мы восстановим экоинфраструктуру наше побережье Одесского региона. Ну, то есть Одесса надеется в этом году еще открыть пляжный сезон, я правильно понимаю? Или? Ну, одесситов трудно сломать. Они прошлый пляжный сезон под обстрелами не уходили, понимаете, а тут как бы мало того, выход на море, вход в море до сих пор запрещен. Как бы готовилась местными областными властями и городскими властями готовилось восстановление, согласно которым приспособленные пляжи, где там, которые там прошли минеры и тому подобное, в этом году должны были быть уже открыты. То есть доступ на пляжи, на некоторые пляжи должен был быть разрешен. Но вот херсонская трагедия чуть-чуть, я думаю, что отсрочит этот период открытия пляжного сезона. Но страна должна жить. Несмотря на войну, страна должна жить, экономика должна работать. В бюджетах громад, в бюджетах муниципиев должны быть деньги. Соответственно, Украина это понимает. Есть соответствующие законодательные акты, которые говорят, что бизнес должен работать. Мало того, в Украине до сих пор действует система льготного налогового вложения на период военного времени. То есть можно перейти на единый налог, 2% заплатить, и больше никаких налогов ты не платишь. Эта система на период военного времени дает сегодня экономике жить, то есть можно практически не платить налоги и работать. А вот, минимальные налоги платить. Ну да, безусловно. А вот как это скажется на сельском хозяйстве в Херсонской области, вот это затопление, да, возвращаясь к этой рукотворной техногенной катастрофе после подрыва? Там что? Потому что мы слышим, там затоплены практически огромные территории, система орошения выведена из строя. Вот что происходит сейчас и чего ждать в будущем для этих областей? Ну, очень пострадали бахчевые культуры, потому что Херсонская область в связи с тем, что это земли орошаемые, там в основном овощи, фрукты и бахчевые культуры очень много произрастали. Зерновые в основном они на высоких водах, а вот там, где низкие воды, где много воды, где легко орошаемые земли, там в основном сеяли бахчевые культуры и овощные культуры. Они очень серьезно пострадают, и в этом году, я думаю, что из-за этого будет кризис по овощам и по бахчевым культурам, хотя в прошлом году, когда Херсонская область была оккупирована, кстати, украинская, Одесская Бессарабия очень неплохо на этом, к сожалению, к счастью, заработала деньги, потому что Измаильский район, Килийский район, Ренийский район, Болградский район, площадь бахчевых культур и овощных культур увеличили и немного взаимозаменили Херсонскую область в этом. То есть получается, что сейчас лидирует в этом плане Южная Бессарабия, Одесская Бессарабия, правильно понимаю? Ну да, она дополняет или заменяет Херсонскую область. В прошлом году уже это делал. Ну хорошо, а вот в будущее вот это все восстанавливать, допустим, вода уйдет, что там дальше? Это говорят, что там может возникнуть пустыня на этом месте, как бы, что говорят? Вы знаете, просто такого никогда не было в истории Украины, в истории как бы многих стран. И экологи до конца не могут сказать, что мы получим в результате. Некоторые говорят, мы получим пустыню, некоторые говорят, что за 2-3 года все восстановится, природа, она такая, у нее есть система восстановления у природы, как создана природа. Но не знаю, однозначно экологии нанесен существенный вред. Многие сравнивают как со вторым Чернобылем. Но сколько времени придется для восстановления всего этого, ну, сегодня тяжело сказать, даже экспертам. Хорошо, а вот будет способствовать это, не знаю, там, рискам, связанным с ухудшением эпидемиологической ситуации в Одессе, в связи с тем, что вот огромное количество вот этой с водой из Каховской ГЭС прибыли туда на побережье Одессы, не знаю, там, могильники, и все это вскрылось и в Черное море. Как бы с этим как обстоят дела?
Ну, как говорят мои знакомые экологи, как раз вот море, оно очень хорошо самовосстанавливается. Ага. Именно морская вода, она уничтожает микробы, она самовосстанавливается намного быстрее, чем пресная вода. Поэтому с морем должно быть все намного легче. Но однозначно, я думаю, для нас сейчас главное победить врага. Для нас сейчас главное прогнать врага с нашей земли. После этого все восстановим. Я думаю, что мировое сообщество нам поможет и в экологии, восстановлении экономики, восстановлении разрушенных российскими варварами зданий, школ, учреждений. Понимаете? Поэтому сейчас самое главное победить врага. Хуже войны быть не может. Во время войны, понимаете, никто не обращает на холеру, на кишечную палочку. Никто на это... Тут такое, знаете, выбирайте из двух зол меньше. Поэтому... Это все равно, что думать о парфюме, когда хата горит, да? Что-то вроде этого, вот примерно так, да. Абсолютно верно. Хороший запах в хате или плохо. Да. Но сегодня мы имеем дело, Россия показала себя полностью во всех самых негативных. Она показала себя как убийца, как мародер, как террорист, как экологический террорист, как международный террорист. То есть уже вот даже когда Россия предложила там, давайте создадим комиссию и расследуем почему, слушайте, мы создавали комиссию по расследованию там по Леновке, помните, когда прилетел снаряд и погибли азовцы? Да. Создали комиссию. Знаете, что произошло? Что? Через месяц, под эгидой ООН, кстати, она создавалась. И через месяц все тихо, культурно забыли за эту комиссию. Потому что допуска Россия не допустила до Леновки. И эта комиссия тихо, вот, что-то слышно про нее? Нет. А так громко, и вот мы создадим международную комиссию под эгидой ООН. То же самое сейчас сделали. Хотя и румынские сейсмологи, и многие сейсмологи международные говорят, что был взрыв, а не обстрел. Хочешь утопить дело, создай комиссию. Создай комиссию, точно так, да. Ну, я так понимаю, что настрой до конца, сколько бы времени не понадобилось, чтобы изгнать врага с территории в этом году, в следующем году, но как бы настрой очень серьезный, и его хватит надолго, по вашим ощущениям. У Украины нет другого шанса сохранить свою государственность. У украинского народа нет другого шанса, как Украинский народ свободолюбивый народ. В Украине, почему за украинское государство воюют все и русские, и болгары, и гагаузы, и молдаване? Потому что Украина пример свободы. В Украине, вот даже в 2014 году, я приводил пример часто, в 2014 году и сейчас народ помогал в городе Мариуполь, где 80%, 78% населения русскоязычных, помогали копать окопы украинской армии, чтобы не пришел русский мир. Понимаете? То есть русские Мариуполя чувствовали себя в украинском государстве намного больше защищенными и намного больше справедливость такой от украинского государства получали, чем какой-то непонятный русский мир, который сегодня там даже пытаются из Мариуполя сделать типа конфетку, там массово что-то восстанавливает, но это такая пыль в глаза, можно сказать. Ну, то есть там практически город в руинах до сих пор, я правильно понимаю? Там какое-то кафе, насколько я понимаю? Там, насколько я знаю, я слышал, там сделали один показательный квартал. Сейчас пытаются там второй квартал какой-то сделать. Понимаете, но с другой стороны Украина показала свою родную Бучу и Ирпень восстановила практически полностью за год. То же самое будет уже с освобожденным Мариуполем. Поверьте мне, после освобождения от российского агрессора Мариуполя за год вы не узнаете город. Год-два, и вы Мариуполь тоже восстановим. Ну, мы желаем Украине как можно быстрее освободить и восстановить Мариуполь, и не только Мариуполь, все города и населенные пункты Украины, которые сейчас находятся во время под оккупацией. Господин Демчев, я благодарю вас за то, что пришли к нам, и желаем стойкости вам и всем одесситам и всей Украине, да, и как можно быстрее победить в этой преступной позорной войне. Спасибо. Для нас это самое главное. Мы входим сейчас в очень сложный период. Будет очень много и негатива, и погибших
И то же самое, что происходило год назад. Активная фаза, к сожалению, этой войны, но эта фаза очень важна для Украины, потому что Украина готова контрнаступать. Украине уже есть чем контрнаступать. Украинская армия очень мотивированная, очень мотивированная. Она была мотивирована в обороне, дала по зубам. А теперь она даст пинка под зад. Извините за выражение. Агрессия. А что тут извиняться? Тут как бы можно даже не стесняться этих выражений. Спасибо большое, господин Демшова. Да. Спасибо большое. Спасибо вам за поддержку. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе, во вторник, в это же время. До свидания.